Сегодня мы раскроем тему разгона с нуля до сотни. И для разогрева давайте начнем с авто, которые уже с завода показывают просто впечатляющие характеристики. Первый автомобиль у нас Ferrari 488 GTB 2016 с 4-литровым V8 и мощностью в 670 лошадиных сил. Это все при весе всего 1370 килограммов. При этом автомобиль набирает первую сотню всего за 3 секунды. Lamborghini Aventador. В сердце этого автомобиля лежит 750-сильный атмосферный V12, 7-ступенчатая автоматизированная коробка передач. Этот автомобиль разгоняется до сотни за 2,9 секунды. Следующий автомобиль — это итальянский гибридный спорткар Ferrari LaFerrari, способный преодолеть первую сотню менее чем за 3 секунды. В автомобиле установлен 800-сильный двигатель V12 и 2 электродвигателя, что в сумме дает аж целых 963 лошадиных силы. А дальше идет McLaren P1. Разгон этого суперкара по заявлению производителей 2,8 секунды на 4-литровом твин-турбо мощностью 735 лошадиных сил. В дополнение имеется электродвигатель мощностью 179 лошадок. Вес автомобиля 1300 килограммов. А дальше идет японка Nissan GT-R. Несомненно, GT-R был рекордсменом во всех поколениях. Особенно славится своим ресурсом даже после самых бешеных доработок. Для нового GT-R даже в стоке заявляют разгон 2,7 секунды до первой сотни. Под капотом 4-литровый V6 на 570 лошадиных сил. Tesla модель S P100D. Самая заряженная полноприводная версия Tesla выдает 762 лошадиных силы и заявляет разгон 2,7 секунды. И в отличие от других автомобилей, Tesla показывает свой результат очень даже стабильно. Следующий автомобиль — любимчик большинства, рекордсмен скорости Bugatti Veyron Supersport с двигателем V16. С 2 турбинами выдает 1200 лошадиных сил, а первую сотню заявляют для него всего 2,5 секунды. И лидер среди всех немодернизированных автомобилей — гибридный Porsche 918 Spyder. Под капотом V8 на 4,6 литра, который выдает 608 лошадиных сил. И 2 электродвигателя, которые добавляют еще 279 лошадок. Данный автомобиль способен преодолеть первую сотню всего за 2,5 секунды. Может, разгона за 2,5 секунды в различных тестах мы так и не увидим, но, смотря заезды с другими автомобилями, Porsche 918 действительно всех уделывает. Но все же это доли секунды, плюс погрешности которых я говорил ранее, да и вообще столь мощные и быстрые автомобили уже давно не гонятся за разгоном до сотни. Гораздо интереснее разгон до 200, 300 и даже 400 км в час. Поэтому в разгоне этих автомобилей до сотни мы объективно судить не сможем. Ну а теперь к рекордам несерийных автомобилей. Рекорд разгона до сотни по обычному асфальту принадлежит электромобилю Green Cell, который способен преодолеть первую сотню всего за 1,5 секунды. Вес данного аппарата всего 168 кг, суммарная мощность 4 электродвигателей 200 лошадиных сил, а крутящий момент составляет аж 1700 ньютон-метров. Но такой результат возможен не только соотношением веса, мощности и момента, но необходима электронная система контроля тяги и распределения крутящего момента между всеми 4 моторами, минимизируя пробуксовку колес и максимизируя ускорение автомобиля. Но это еще не все. Ведь всегда еще есть драгстеры, которые должны проходить расстояние в 402 метра за минимальное время. Самое заряженное направление драгрейсинга называется Top Fuel, и там длина трассы обычно составляет не 402 метра, как обычно, а всего 305 метров, или точнее 1000 футов. Такие тачки иногда обладают двигателем мощностью в 12 тысяч лошадиных сил, который способен разогнать автомобиль до первой сотни всего за 0,4 секунды. Это очень быстро и невероятно громко. Кстати, двигатели этих монстров идут на капитальный ремонт после каждого заезда. Насколько большие перегрузки они испытывают? А на сегодня это все. Пишите в комментарии свои впечатления от данных рекордов скорости. Предлагайте свои темы для новых выпусков.
Темы, набравшие больше всех лайков, обязательно будут сняты и выложены на канал. Так что голосуйте за понравившиеся темы других участников. Пока!